Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшихшара. И сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжаня провел совещание по вопросам комплекса мер, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской границы. Депутат парламента Абхазии 6-го созыва Рауль Лолуа рассказал о том, что сейчас происходит на Донбассе. В Сухуми прошел научный конкурс среди старшеклассников столичных школ, посвященный творчеству абхазских писателей-юбиляров. В Каманском монастыре открылась выставка канонической православной иконописи «Святые войны». Меры по упрощению пересечения абхазо-российской границы в период предстоящего курортного сезона обсуждались на совещании, которое провел президент Аслан Бжаня. Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, генеральный прокурор Адгур Агарба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, руководитель администрации президента Алхас Квициня, министр юстиции Анри Барциц, главы МИД, СГБ, МВД и ГТК. Глава государства обратил внимание на то, что в этом году предполагается большой поток туристов. В этой связи необходимо максимально упростить ее пересечение, особенно на участке МАП-Адлер, на который приходятся основные нагрузки. Рабочую группу по вопросу упрощения пересечения госграницы возглавит вице-президент Бадра Гунба. Жители Донецкой Народной Республики 11 мая отмечают главный государственный праздник – День Республики, впервые в статусе признанной Россией страны. Президент Аслан Бжаня поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с Днем Республики. Дата 11 мая 2014 года объединяет всех жителей республики, которые сделали свой исторический выбор. Сегодня ДНР успешно решает стоящие перед ней цели, уверенно смотря в будущее, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня пожелал Денису Пушилину и всем жителям Донецкой Народной Республики мира и процветания и выразил надежду на активное развитие отношений между Абхазией и ДНР. По случаю празднования Дня Республики ДНР спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба отправил поздравительную телеграмму председателю Народного совета Донецкой Народной Республики Владимиру Бедевке. А МИД Абхазии направила поздравительную ноту МИДу ДНР. Депутат парламента Абхазии 6-го созыва Рауль Лолуа находится на Донбассе. Мы связались с ним по телефону. Он рассказал о том, с какой миссией выехал в зону российской специальной военной операции и о том, что сейчас происходит в республиках ДНР и ЛНР. С ним связалась Гугуца Варданя. Рауль Валерьевич, спасибо, что нашли время для беседы с нами. Мы знаем, что вы сейчас находитесь на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, сколько дней вы сейчас там находитесь и какова ваша миссия? Добрый день. Я приехал несколько дней назад. Миссия такая. Мне необходимо было посмотреть и своими глазами увидеть все то, что здесь происходит. Какая здесь обстановка, потому что когда ты смотришь телевидение, когда ты читаешь разные телеграм-каналы, это одно ощущение, а на месте это совсем другое. Мне, как человеку, который связан с военными делами, было важно понять, какие средства используются, какие силы используются. Это уже новая форма войны, и с учетом того, что у нас ситуация тоже непростая остается, нам надо, конечно, быть максимально сконцентрированными и готовыми к разным военным действиям. Но вообще, как сама обстановка? Сложная, тяжелая обстановка. Освобождаются все новые и новые города, населенные пункты. Здесь их очень много. В каждом населенном пункте живет большое количество людей. Они очень серьезно страдают, очень много погибших. Некоторые города разрушены полностью, поселки разрушены полностью, восстановлению они не подлежат. Мы
ездили и встречались с людьми на освобожденных территориях. И люди, которые выходят с подвалов, мы с ними разговаривали, вот, и слушали их. Ну, конечно, тяжелая очень ситуация. Не хватает продуктов, не хватает, нету воды, нету света и так далее, и так далее. Очень много детей. Вот. Но хочу сказать, что ну, практически везде уже наблюдается ну, такая вот работа, потому что официальные власти, они подключают и Министерство по чрезвычайным ситуациям, начинают проводить электричество, свет, привозят продукты питания, воду привозят. И более-менее люди как-то уже начинают вот выходить со своих подвалов, с домов. Готовят они на улице, готовят они в своих подъездах, вот, и так далее, и так далее. Ну и каждый, конечно, говорит, что мы боимся, что опять сюда придет Украина. Такие разговоры люди тоже ведут. Практически каждый день погибают здесь люди, гражданские люди, прилетают сюда ракеты. Их хоть избивают средства ПВО, вот, но все равно они настолько крупные, там, допустим, система «Ураган», все равно осколки долетают. С какой периодичностью обстреливают? Вот, допустим, в день они как, есть какая-то пауза хотя бы? Киевский район, может быть, чаще, или какой-либо другой район обстреливают. Но вот когда ты находишься в городе, ты слышишь канонаду, она практически вокруг везде. Да? Вот, работают разные системы и противоракетной обороны, ну и другие средства, которые наносят удары, потому что позиция от города недалеко. Вот, та же Авдеевка, о которой сейчас много говорят, она здесь по прямой, ну, километров 12-13. То есть все это очень рядом здесь, к сожалению, так. Другие города, это дорога на Мариуполь, это населенный пункт Волноваха, которые были освобождены вот, в течение всей этой спецоперации. Они, конечно, далеко. Вот, туда надо ехать несколько часов по вот этой дороге, по сложной такой дороге. Вот. Это те места, где, ну, скажем так, где произошло освобождение. И вот там в основном все власти, руководство этих республик, они находятся уже на тех территориях, которые они освобождают. Если говорить о военных, а военная составляющая, вот я как раньше вам сказал, она очень важна, потому что здесь уже не наша война, не война 92-93 годов, не война 98-го события наши, там, в том числе и Кадорского ущелья 2001 годов. Все совершенно другие средства связи, вот, и квадрокоптеры, и беспилотники. Как настроение у бойцов? Ну вот я встречался и разговаривал как с вооруженными силами Российской Федерации, так и с теми, которые были уже мобилизованы. Здесь же мобилизацию объявили в феврале. Значит, уже силы и граждан ДНР. Вот. Они освобождают свою территорию. Да, они считают, что это их война, отечественная война. Они освобождают свою территорию. За эти 8 лет, вы просто не представляете, они живут все 8 лет вот в таком вот состоянии, где в любой момент может прилететь какой-нибудь снаряд там, и так далее. Они хотят уже освободить эту территорию, закончить эту войну и жить мирно. Конечно, у них достаточно высокий дух, вот, у них высокая мотивация. Вообще хочу вам сказать, что ну, вот, очень богатый, красивый край, и в каждом населенном пункте живет очень много людей. И вот, поэтому вот эта точная операция, насколько она тяжелая, вот, я когда говорю о гибридной такой войне, она очень тяжелая и сложная по своим и масштабам, и своей специфике. Здесь важно очень сохранить жизнь гражданских и нанести максимальный урон военным. Представляете, насколько это сложно, это между домов, между населенными пунктами, вести вот такую вот военную операцию. И наш народ знает, что сюда постоянно привозится гуманитарная помощь и поддерживают граждан, жителей ЛНР и ДНР. Наша республика этим занимается. Здесь находятся наши ребята, добровольцы. Мы с ними вчера встречались, разговаривали с ними, которые приехали сюда и помогают гражданам ДНР. Ну, вот, достаточно
Очень качественно они эту миссию выполняют. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо большое, что нашли время. Всего хорошего. Спасибо Всего вам. хорошего и вам. В рамках поручения президента Абхазии премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием главы администрации Ткорачалского района Исидора Дочья, руководителей районной прокуратуры, отдела внутренних дел и РЭС, а также гендиректора РУП Черноморэнерго, сообщается на сайте Кабинета министров. Обсуждалась ситуация с собираемостью платы за электроэнергию. Как отметил премьер-министр, руководству района необходимо усилить работу по существенному сокращению имеющихся задолженностей. Речь шла и о недавно выявленной в селе Беди Ткорачалского района действовавшей майнинг-ферме, где было изъято 320 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью в 400 киловатт. По мнению премьер-министра, ситуация показывает, что уполномоченные службы не в полной мере выполняют задачи по противодействию незаконному потреблению электроэнергии и добыче криптовалют. Главе администрации района поручено представить предложение по мерам дисциплинарного взыскания. Республиканская больница и родильный дом полностью обеспечены кислородом, сообщает пресс-служба Минздрава. Из специального газификаторного устройства медицинские газы подаются в палаты интенсивной терапии и реанимации, в процедурные кабинеты, операционные и приемные отделения. Кислород доставляется из Российской Федерации. Газификатор может вмещать 3 тонны и является эффективной и удобной альтернативой баллонам высокого давления. На случай внештатных ситуаций есть запасы. Кроме того, в родильном доме заменена медицинская вакуумная станция. Новое оборудование используется для откачивания биологических жидкостей и газов во время хирургических вмешательств. Вакуумная станция будет запущена в ближайшее время. В МЧС Абхазии завершилась пора вступительных экзаменов. Абитуриенты проявляли свои знания и навыки по русскому языку, математике, физике и физкультуре. О том, как прошли вступительные испытания и сколько молодых людей продолжат обучение в профильных вузах МЧС России, в репортаже пресс-службы МЧС. В МЧС Абхазии завершилась пора вступительных экзаменов. Абитуриенты проявляли свои знания и навыки по русскому языку, математике, физике и физической культуре. Согласно межправительственному соглашению, с 2011 года курсанты из Абхазии проходят обучение в профильных вузах МЧС России. В 2022 году Академия государственной противопожарной службы и Академия гражданской защиты выделили по 4 квоты для граждан нашей страны. Требования и нормативы для поступающих соответствовали установленным в рамках учебной программы. По итогам всех экзаменов 8 абитуриентов стали курсантами и продолжат свою учебу в Москве. По словам руководителя МЧС Абхазии, учебный процесс в профильных вузах МЧС России стал более интенсивным, требования к курсантам возросли. Исходя из чего молодым людям необходимо будет приложить максимум усилий для успешного освоения учебного материала и выполнения всех предписаний руководства учебных заведений. На сегодняшний день в профильных вузах по линии спасательного ведомства России обучаются 36 курсантов из нашей республики. В Сухумской 10-й школе прошел научный конкурс среди старшеклассников столичных школ, посвященный творчеству абхазских писателей-юбиляров. В рамках мероприятия школьники презентовали подготовленные ими фотоальбомы и видеоролики. Обо всем подробно в репортаже Шезины Ханагба. Анна Квициния – выпускница 10-й школы. Она вместе с другими учащимися своей школы приняла участие в научном конкурсе, который посвящен писателям-юбилярам. Они провели исследовательскую работу, изучили жизнь и творчество Николы Хашек, Виталия Амаршин, а также их произведения. По словам Анны, совместно с преподавателями они тщательно готовились и проделали хорошую работу. От нашей школы 4 человека, то есть я со своим напарником, и еще одни тоже презентуют книгу. Они про Виталия Амаршина говорят, а вот мы про Николу Хашек. До часу ночи тут сидели, готовили все. Мы сегодня представляем, презентуем книгу Никола Хашек. Он очень часто про наши традиции, обычаи. Он очень переживал за абхазский язык. Это не первое мое мероприятие, но чуть-чуть волнение есть, конечно, потому что не хочется подвести в первую очередь дирекцию нашей школы. Алексей Гогуа, Дюма Ахба, Умар Бегуа, Баграт Шинкба, Мощный Микая, Самсон Чанба, Никола Хашек
Асташек, Виталий Амаршин, Сарьон Таркил, Иван Папаскир. Именно этим выдающимся писателям-юбилярам был посвящен научный конкурс, в котором приняли участие 4, 5, 6, 7, 10, 13 и 14 школы. Каждая из них должна была провести исследовательскую работу о жизни и творчестве одного или двух юбиляров, подготовить фотоальбом, видеоролик и презентовать их. Кроме того, подготовить программу с выражением, прочитать стих или отрывок произведения писателя. На презентацию давалось по 10 минут. Учащиеся 6-й школы на протяжении нескольких недель готовили фотоальбом и видеоролик, посвященный Мучне Микая. В этом им помогла и семья юбиляра. Я хочу сказать спасибо большое нашим учителям. Тоже занимало на это очень много времени. Нам еще давали помощь Мучне Микая и его семья. Скажу честно, было и тяжело, потому что мы ехали к ним, искали. Это было чуть очень трудно, но мы справились. Организаторы научного конкурса – Управление образования столицы. Цель данного мероприятия – научить детей навыкам исследовательской работы, привить любовь к художественному чтению. Дети, конечно, исследовали, это все связано с любовью к своей родине, к своей литературе. Конечно, было нелегко после пандемии возвращаться в такой обычный режим, но тем не менее я считаю, что детям это удалось, принимали участие все школы города. У них в течение года было исследование определенной тематики, определенного писателя. И вообще я считаю, что детям так было интересно, заинтересованы, исследовали те моменты, которые даже мы не знали. По итогам конкурса первое место заняла 10-я школа, второе – 4-я школа, а третьими стали учащиеся 6-й средней школы. От имени Управления образования администрации столицы им были вручены памятные подарки. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Делегация Республики Абхазия во главе с министром культуры Даурам-Ковы прибыла в Керчь, где примет участие в церемонии открытия памятного знака, посвященного памяти советских воинов из Абхазии, погибших в боях при обороне Крыма. Авторы памятника Руслан Габле и Амиран Адлиева. В состав делегации входят представители Минобороны, генерал-майор Олег Аршба, генерал-майор Илья Гамисоня и заместитель министра иностранных дел Одиссей Беглава. В Каманском монастыре открылась выставка канонической православной иконописи «Святые войны», организованная по инициативе Министерства культуры Абхазии и Тамбовского государственного университета имени Державина. На выставке представлено 40 работ, фотографии княжеского рода Тячпа-Ширвашидзе и редкие иконы. Работы выполнены мастерами Тамбовской иконописной школы. На экспозиции побывала и наша съемочная группа. Репортажи Смыгуланзе. Иконы святых воинов и образы святых, перед которыми молятся о победе в защите страны, церкви и народа. Всего на экспозиции представлены около 40 работ. Все они написаны строго по канону. На липовых досках, яичной темперой, сусальным золотом и только натуральными пигментами. Работы неоднократно выставлялись как в России, так и за рубежом. В Абхазии иконы впервые. Здесь иконы Александра Невского, Сергия, то есть архиепископа Луки Войны Ясенецкого, Матери Божией, Царицы Небесной и другие иконы. Вы можете посмотреть сейчас. Иконы удивительные и высокое художественное письмо. Я думаю, для наших верующих полезно посмотреть эти иконы. И, конечно же, пример любви к Родине, беззаветной любви к Родине. И святые угодники шли на смерть, не боялись врага, но только бы защитить свою отчизну. Работы выполнены объединением тамбовских художников-иконописцев «К свету». Мастера этой школы разрабатывают собственные изобразительные приемы в рамках древнерусского и византийского уставного иконописания. Икона – это феномен. Тот феномен, который дает возможность тех врат, посредством которых человек входит в церковь. Икона – помощник, не самоцель. И вот как раз именно почему святые воины. Вы знаете, эти люди благословляли, может быть, на убийство. И эти люди, может быть, сами убивали. Да? Как бы это ни было, но это правда. Но каким образом вот этот тот молитвенный подвиг, который они совершили, через что они прошли, здесь, конечно, нужно нам уметь на них равняться, уметь воспринимать грамотно древнюю икону и понимать вот тот святой
путь, который прошли эти святые. Выставку «Святые войны» дополнила икона Царицы Небесной «Избавительница». Предварительно был проведен обряд ее освящения. Икона была написана в Абхазии, однако оказалась за пределами республики. Не так давно первая ее копия была найдена и возвращена на родину. Когда монастырь был закрыт, монахи Афонского монастыря тогда в Гудаутах служил филагрий. И в Гудаутах, служащему в филагрию, он как бы славянин, и отдали эту икону ему. И она находилась в Гудаутском храме. И когда об этом стало известно митрополиту Сухумскому абхазскому Ильи, сегодняшнему патриарху грузинскому Ильи, что такая икона находится у него, и он вызвал этого филагрия и сказал: срочно эту икону привези, значит, в Сухумов собор, значит, надо ее отправить в Тбилиси. Филагрий не сделал этого. Он взял, уехал, нашел там иконописцев с Почаева и написали копию. Копию передают Илье, Илья, естественно, это не принял, а оригинал оказался в Почаеве, где они списывали ее. Экспозиция «Святые войны» продлится до 15 мая. В рамках выставки пройдут мастер-классы и круглые столы, посвященные особенностям уставного иконописания. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, в четверг, 12 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.